Ассаламу алейкум, добрый день. Ингушская ФАС России в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности начинает очередное публичное обсуждение. В этом году у нас уже второе мероприятие, публичное обсуждение, которое Ингушская ФАС России докладывает результаты за каждый квартал. У нас второй квартал 2020 года, и у нас доклад будет основные направления результата Ингушской ФАС России за второй квартал 2020 года. Как мы все знаем, в связи со сложной обстановкой, эпидемией обстановкой в нашей стране и пандемией во всем мире, можно сказать, что второй квартал Ингушской ФАС России осуществлял свою деятельность с применением онлайн-систем, видеоконференц-связи и жалобы. Все рассмотрения у нас при проведении рассмотрения жалоб, также рассмотрения дел по антимонопольному законодательству и другим законодательствам, которые компетентны ФАС России, мы применяли систему ВКС видеоконференц-связи и направляли ссылки для участия сторонам. И могу сказать, что в нашем управлении данные системы внедрены успешно, и так как при рассмотрении жалоб, при рассмотрении дел к нам подключались участники и приводили свои доводы. Поэтому я считаю, что данные системы ВКС внедрены успешно, и в дальнейшем планируется также использование таких систем. Я перейду к основному, к работе, которая у нас которая производилась нашим управлением за второй квартал 2020 года. В рамках осуществления контроля сначала расскажу про федеральный закон о контрактной системе в сфере контроля госзакупок. За второй квартал 2020 года Ингушская ФАС России рассмотрено 35 жалоб, и у нас в комиссии рассмотрены 35 жалоб. Основные нарушения, которые допускаются, типовые нарушения, которые допускаются заказчиками, это в части размещения информации в единой информационной системе. Так заказчик нарушает сроки размещения извещения, как конкурентный способ, так и определение поставщика в некоторых случаях при заключении контракта с единственным поставщиком на основании статьи 93. Напомню, что когда заключается по 93 статье как с единственным поставщиком, заказчики также должны размещать извещения на сайте, на единой информационной системе. И, соответственно, такие сроки нарушаются заказчиками. У нас выявлены такие случаи во втором квартале 2020 года. Также нарушение порядка отбора, нарушение порядка выбора способа определения поставщика. Это также у нас есть нарушение, когда заключается с единственным поставщиком контракты. Заказчик выбирает неправильный способ, вместо того, чтобы провести конкурентный способ, заказчик заключает с единственным поставщиком, потом данный материал направляется в наше управление как уведомление, и, соответственно, мы проводим проверку в случае выявления таких нарушений, привлекаем к ответственности виновные должностные лица. Нарушение порядка отбора участников. Такие случаи участились. Могу сказать, что у нас с этого года, с января 2020 года, вступили изменения в 44-й закон о контрактной системе. Соответственно, при использовании товаров, при выполнении работ с использованием товаров достаточно согласия. До сих пор наши заказчики, некоторые заказчики у нас именно
используют старую версию. Соответственно, в случае, если поступает заявка с согласием, отклоняют из-за того, что товары не конкретизированы. Хотел бы напомнить, что если можно конкретизировать и отклонять заявку только в случае, если идет поставка товара, если закупка размещена на поставку товара. Но если используется товар для выполнения работ, с января 2020 года вступили изменения и достаточно согласия со стороны участника, и таких участников надо допускать. Нарушение части установления требований документации о закупке влекущих за собой ограничения количества участников. Такие нарушения тоже у нас имеются. Например, при поставке оборудования заказчик, например, пишет поставка и ввод в эксплуатацию и устанавливает лицензию на ввод в эксплуатацию и указывает, что у участника в обязательном порядке должен приложить лицензию, которая позволяет ему вводить в эксплуатацию данное оборудование. Хотел бы сказать, что участник имеет право